Салям, Достар, всем привет! Меня зовут Загир Зайнидинов, более известен под псевдонимом Зайнидин, и сегодня я хочу вам дать мастер-класс по башкирскому танцу. Расскажу, что самое главное в башкирском танце, и, конечно же, хочу, чтобы любой человек, посмотрев это видео, будь ты спортсмен, или политик, или учитель, или же танцор, или же певец, посмотрев это видео, смог сходу станцевать этот танец, и неважно где, хоть на свадьбе, на юбилее, на празднике, на сабантуе, на концерте, везде можно применять вот эти движения. Ну что ж, поехали! Итак, начнем с самого простого. Как только вы появляетесь на площадке, что нужно сделать? Во-первых, башкирский танец всегда танцуется гордо. Нужно появиться и встать. Широко, грудь вперед, руки можно на поясе, или же можно просто широко поставить. И, конечно же, взглядом показать свой характер. Если вы веселый человек, то вы улыбаетесь. Если вы хотите показать танец там орла или джигита, то нужно, конечно же, взглядом направить, что вы батыр или джигит. То есть вот что-нибудь такое изобразить, и сразу поймут, кто вы и какой вы человек. После этого можно стать позу орла. Просто широко ставим ноги, широко ставим руки, грудь вперед, взгляд куда-нибудь ввысь, ставим позу орла и начинаем движение, показываем башкирский танец. Руками делаем направо, налево, направо, налево. Нужно делать резко, для того, чтобы это выглядело очень сильно и мощно. Раз, два, три, четыре. В это время ногами можно просто маршировать. Например, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вот первое движение мы выучили. Можно с этого начать. После этого нужно вам какой-нибудь сделать кружок. Например, если на танцполе находится девушка, то, конечно же, пройтись вокруг нее, показав, что вы джигит, вы батыр, и проявить такое уважение. Вход можно сделать таким образом. Поставим левую руку на пояс, правая рука внизу. Ногами делаем, шагаем направо, налево, направо, налево. Руки делают то же самое, что и ноги. Делаем направо, налево, направо, налево, направо, налево, направо, налево. Выучили второе движение. Выучили два движения, теперь учим третье движение. Третье движение называется «засучиваем рукава». Допустим, мы встаем широко и засучиваем себе рукава. Раз, два, три, четыре. Взглядом провожаем. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выучили третье движение. Мы выучили три движения. Теперь учим четвертое движение. Я предлагаю выучить такое движение, когда мы идем направо и налево. То есть мы таким образом показываем, что мы хозяин этой земли. Показываем, что вот, это наша земля. Как это делается? Ногами делаем примерно так. Вставляем раз, то правой ногой, и поджимаем левую. Два. То же самое в левую сторону. Раз, два, раз, два. В это время руки просто стоят в позу орла, гордо, грудь вперед, голова высоко, руки в стороны. И раз, и два, три, четыре, раз, и два, три, четыре. Выучили четвертое движение. Ну что ж, мы выучили 4 движения, а теперь нам нужно эффектно завершить наш танец. Для того, чтобы эффектно завершить, я думаю, нужно сделать прыжок. Как делается башкирский прыжок? Правую руку направо, левую поднимаем наверх. И прыгаем, как Дима Билан. Таким образом получается башкирский прыжок. И после этого прыжка нам нужно эффектно встать, широко поставить ноги, грудь вперед, голова высоко. И, конечно, поднять руки, как будто мы уже победили, и вся земля наша. И можно крикнуть «Хуп! Хай!»
А теперь я хочу полностью танцевать танец. А для того, чтобы танцевать, мне нужна музыка. И в этом мне поможет солист группы Аргамах, заслуженный артист Республики Башкортостан Ринат Рамазанов. Салам, Ринат. Салам. Это брай күйіне, мен қазір Ринатға будет играть музыку, а я под эту музыку исполню все те самые движения, которые я вам показал. Поехали? И... Я Фарид. Вот очень легкие движения, и вы, если вы учите вот эти 4 движения, вы сможете в любом месте, в любое время станцевать башкирский танец.